Власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,5 тысяч заболевших мукормикозом или черной плесенью, так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом или белой плесенью. Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, однако желтая плесень у человека встречается впервые. Узнай альтернативный взгляд на события в стране и мире на радио «Спутник Кыргызстан». Бишкек 89,3 FM, Ош и Джалалабад 107,1 FM, Нарын 95,1 FM, Чолпон-Ата 105 FM, Каракол 89,3 FM, Талас 101,1 FM, Баткен 101,9 FM. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Спутник Кыргызстан. Говорим то, о чем другие молчат. Телефон прямого эфира 312 66 42 82. Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан». Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. В студии Яна Таирова и Павел Жданко. Паш, приветствую. Доброе утро, Яна. Доброе утро всем. 27 и 28 мая в ботаническом саду имени Гариева в городе Бишкеке пройдет экскурсия под названием «Экзотические растения». Кто будет представлять уникальную коллекцию, много ли в заповеднике растений и с какими проблемами сталкиваются сотрудники ботанического сада, нам расскажет Галина Маласиева, старший научный сотрудник лаборатории древесных кустарниковых растений, и Юрий Барвинок, заведующий данной лабораторией. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Вот ваши сотрудники ведут достаточно активный образ жизни, да, с завидной регулярностью. Насколько вот я смотрела у вас в Фейсбуке, вы проводите разного рода тренинги, обучающие семинары, мастер-классы. Причем это делается не только для школьников и студентов, но и для фермеров и садоводов в том числе. А вот что касается экскурсий, как часто вы проводите подобные мероприятия? Экскурсии мы проводим регулярно. И чаще всего к нам записываются заранее на экскурсию школьники, студенты. Звонят учителя, просят, например, провести экскурсию для своего класса. Угу. И мы проводим. То есть в определенное время, вот как назначено, мы подходим к воротам нашего дендрария-заповедника и вот проводим экскурсию. Экскурсия длится где-то около часа. Угу. Если вы придете гулять к нам просто, без экскурсовода, вы можете бесплатно погулять в нашем саду. Работаем мы с понедельника по пятницу, с 9 до 6 у нас открыто. Угу. Но если вы заказываете экскурсию, тогда мы вот проводим специально, мы откладываем другую работу, потому что специальных экскурсоводов у нас нет. И проводим прейскурант, у нас висит тоже там на воротах, и на сайте есть прейскурант. Угу. У нас недорогие экскурсии. Школьники, студенты у нас 20 сомов с человека, взрослые 50 сомов с человека. Но экскурсии мы проводим с удовольствием, потому что нам нужно, конечно, хочется всегда поделиться нашей коллекцией. У нас коллекция достаточно большая, где-то 1700 видов, форм и сортов деревьев, кустарников и лиан именно на нашем участке. Угу. Мы еще к лианам перейдем, я думаю, чуточку позже. Я хотела спросить, что вот люди, которые работают у вас, это же не просто работники ботанического сада, да? Это люди, как правило, научные сотрудники, которые знают о растениях, которые знают о том, в каких условиях они растут. Вот расскажите подробнее о людях, которые у вас работают, много ли у вас сотрудников, нет ли проблем с кадрами и вообще как обстоят дела в целом? Наверное, на этот вопрос лучше ответит наш заведующий лаборатории. О кадрах. О кадрах, к сожалению, это очень печальная тема, потому что кадры у нас все достаточно пожилые, в основном пенсионеры.
Вот. Обусловлено это тем, что, к сожалению, заработные платы научных сотрудников и вообще персонала очень низкие. Мгм. То есть, если человек со степенью получает 12 тысяч сомов в Мгм. месяц, это хорошо. При этом имея стаж и все прочее, там... Ну, я бы не опыт сказал, работы. что это хорошо. Я говорю, это хорошо для нас. А то бывает и меньше. То есть, если это без степени научные сотрудники, то это около 10, меньше 10 тысяч сомов. Вот если это молодой специалист, то, естественно, он больше 6 тысяч получать не будет. Соответственно, вывод. Кто пойдет работать после института к нам, научным Ну, сотрудникам? есть же такие моменты, когда приходят после университета для того, чтобы набраться опыта, пройти там стажировку, практику и так далее. Это очень краткий период, приходят на практику, ну, на месяц, может быть, на Мгм. то есть, меньше ну, даже. практика- Практиканты больше просто отрабатывают Это практику. во время да, и- учебы. Да, это во время учебы. учебы, То есть именно после практика. учебы Мы никто всех не приглашаем приходит. потом на работу. Вот буквально вчера к нам пришел мальчик, хороший мальчик из Сарабаева. Вот, писал тема у него связана была с нашим, Да, как раз по древесным дендрарием, да. растениям. Мгм. Вот, ну, спросили о его планах. К сожалению, он сказал нет, он уезжает за границу работать. Причем не по специальности. Вот, вот такая вот проблема. И еще я хотел бы в отношении кадров сказать, проблема заключается в том, что качество подготовки студентов сейчас настолько низкое, что Мгм. даже приходя к нам на работу, ну, фактически их даже невозможно обучать, потому что у них некоторых нет даже знаний по элементарным, ну, по элементарным предметам. Они не знают достаточно хорошо биологию, физику, химию. То есть уровень подготовки студентов, выпускников даже уже, я даже не скажу, что это низкий. Он просто иногда бывает никакой. Встретить какого-нибудь более-менее понимающего в биологии человека, это вот как бриллиант найти сейчас. Вот я вам... Ну, а как вы думаете, с чем это связано? Почему интерес к биологии такой низкий? Это общий уровень падения. Система образования полностью перестала готовить достаточно хороших кадров. У нас же вот мы относимся к Министерству науки и образования. Это взаимосвязанные вещи, да? И, соответственно, и вот образование готовит вот таких вот... Но у вас же научная работа ведется на территории ботанического сада. Вы же занимаетесь научной Конечно, работой. ведется. Да, мы Это наша занимаемся основная, научной да, мы работой, относимся да, но... к Академии наук мы ведем. Как раз наша вот и задача — это изучить растения. Мгм. Вот, например, в нашей лаборатории у нас открытый грунт. Вот часто, кстати, дендрарий путают с оранжереей. Мгм. Говорят, мы в дендрарий хотим. Но дендрарий — это там, где растут деревья. Дендрон Мгм. по-гречески дерево. Мгм. Вот. И мы, например, изучаем растения со всего северного полушария. Наш дендрарий-заповедник построен по ботанико-географическому признаку, и, то есть географическими секторами. У нас есть растения Северной Америки, там, зарубежной Азии, Кыргызстана и Центральной Азии, потому что у нас поясность очень развита, и значит, растения вот горных регионов часто плохо адаптируются в долине. Тоже Мгм. мы изучаем это. Потом сектор Крыма и Кавказа, сектор этой Западной Сибири. То есть все эти растения мы собирали эту коллекцию, продолжаем ее собирать и изучаем, как растения из разных регионов адаптируются у нас в Кыргызстане. Как Ну да, они- по большому счету, это у нас Кыргызстан изначально, если там копнуть пораньше, а здесь с растениями же было не особо. В горах там несколько видов, а в Ну, долинах в общем-то, вообще флора практически ничего не росло. довольно хорошая. У Нет, нас у нас флора богатая хорошая, флора. богатая. Ну, Действительно. древесная немножко меньше, травянистая, очень такая богатая флора. Но, видите, для наша еще задача увеличить, расширить ассортимент озеленения. Мгм. То есть то, что вот люди, например, то, что люди вот хотят видеть красиво цветущие, с красивыми листьями. Мгм. Например, осенняя краска какая-то интересная у листьев. То есть вот, например, они хотят, ну, допустим, те же магнолии Мгм. или гортензии. Они в живой природе в Кыргызстане не растут, конечно. Мгм. Вот это все И интродуценты. за ними надо очень серьезно Интродуци- ухаживать, это очень много Нет. проблем. Для того, чтобы их Интродуценты, Мгм. интродуценты, то есть это завезенные растения. Вот мы занимаемся как раз интродукцией. Вообще все ботанические сады занимаются интродукцией. И изучают эти растения. Вот не просто мы сажаем, мы за ними наблюдения ведем. Фенологические наблюдения, многолетние причем. Это очень важно тоже. Мгм. Вот, значит, фенофазы отмечаем. Потом
делаем значит, опыты, исследования по размножению этих растений. Вот если какое-то растение уже вступило в фазу цветения, плодоношения, это большая прям удача. Кстати, магнолия, да, недавно возцвела. Магнолии. Вот у нас уже несколько видов магнолий есть в коллекции, причем самая такая вот чуть ли не... Вот когда ботанический сад только организовался, вот первые посадки, тогда вот магнолия кобус была посажена впервые. Вот, и магнолия кобус вот прекрасно здесь себя чувствует. Магнолия трехлепестная, магнолия суланжа. Вот у нее много всяких сортов, форм. То есть эти магнолии мы уже рекомендуем, вот мы периодически выпускает ботанический сад на основании многолетних наблюдений, выпускает рекомендации, и вот в этих рекомендациях мы уже говорим, какие растения у нас точно будут. Например, рододендроны мы не советуем, вот уже говорим, вот все это, как сказать, ну, когда вот не слушают, завозили очень много рододендронов. Им не подходит здесь ни климат, ни почвы наши. Они любят кислые почвы. Вот, но они вот все время выпадали. Вот. Ну вот вместо того, чтобы сразу говорили, не надо. Ну вот, поэтому а можно ли рекомендации надо прийти смотреть. и приобрести у вас, ну, вот, например, Да, магнолию, можно. да? Ну, магнолии у нас сейчас на продажу появились только трехлепестная магнолия. Вот. Это мы продаем саженцы весной и осенью. А вообще дорогое это удовольствие? Ну, смотря что вы приобретаете. Например, большинство растений, которые уже хорошо размножаются, хорошо здесь адаптировались, мы их давно рекомендуем, выращиваем в питомниках, они стоят где-то 150, 200 и так далее, там, в зависимости от высоты. Долларов? Нет, конечно, сомов. А, Вот. Ну, а такие... Мне кажется, сейчас там очереди выстроятся из Ну, дачников. это, там, в опять ботанический сад. же, это смотря что. Допустим, так стоит спиреи, так стоят там чубушники, это вот садовые жасмины. Например, клены. У нас очень много разных кленов. Они очень интересные. Вот клен полевой, клен явор, клен остролистный, клен там серебристый. слушайте, я вот первый раз за всю свою сознательную жизнь, вот прям сейчас жалею, что я живу в квартире, а не в частном доме, потому что я все это слышу, и, вот, честно говоря, купила бы с превеликим удовольствием еще за такую Ну, цену. Чуть-чуть назад можно, простите, вопрос. Результаты вот этих ваших исследований, вот эти рекомендации и прочее, где они публикуются и кому вы их направляете? И кто их, может быть, Ну, видите, востребует? опять же, все наши исследования, все, вот, должны быть опубликованы. Ну, как вот результаты Ну, исследований. это как результат наша научного работа, труда. да. И То есть это поэтому мы какой-то там альманах публикуем, или да, что-то? публикуем научные статьи. Научные статьи публикуются... Вот раньше ботанический сад даже сборники свои издавал. Там вот собирались эти научные статьи. Вот. Теперь вот по новым правилам даже лучше публиковать в рецензируемых таких вот рейтинговых журналах. И мы стараемся вот публиковать свои статьи в таких журналах, как, например, которые входят в РИНЦ. РИНЦ — это вот российский индекс цитирования научного. Или там в Скопусе. Это уже... Смотрите, в чем дело. Это же научная жизнь получается. И вот эти вот результаты, они уходят из вас от науки туда же дальше в науку. Но только что сейчас вы сказали, что вы абсолютно четко можете порекомендовать действительно, что у нас хорошо растет, что плохо, именно с научной точки зрения. Ну, Здесь же у нас очень много сейчас декоративных садоводов, которые постоянно бравируют тем, что они занимаются, в принципе, вот то, о чем вы рассказали. То есть они занимаются тем, что они адаптируют растения сюда. На самом деле большинство из этих растений просто привозится, они в ЗКС, в закрытом грунте, они там сидят в горшочках, их покупают, и потом лотерея просто на свой страх и риск. Он там вырастет это растение, не вырастет, умрет, не умрет. Научной основы под этим нет, только коммерческая. Есть ли возможность, скажите, вашу научную основу совместить с коммерческой? Может, тогда у вас и деньги бы появились? Ну, у нас, например, лаборатория плодовых растений. Они периодически публикуют прямо рекомендации по выращиванию тех или иных сортов, видов, гибридов Для для фермеров. Они же проводят семинары для фермеров. Вот буквально в этом году проводили на Иссык-Куле семинар. То есть они как раз практически выпускают рекомендации по выращиванию именно плодовых растений. Те, которые устойчивы, там, допустим, к каким-то видам болезней,
на каком подвое выращивать лучше. То есть мы ведем эту работу. Я имею в виду, а нет ли у вас публикаций такого популярного направления, знаете, или да, мы популистского? стараемся, Вот и какие-то такие брошюрки, тоже, да, брошюры что-то выпускаем такое? мы тоже. Постараемся, но... Ну, сейчас не так много, но вот последние рекомендации, ну, вот они вышли в 2017 году, вот последние рекомендации, что можно сажать у нас вот в Бишкеке, в частности. Мгм. Вот. А так мы вот, когда к нам приходят за покупками, ну вот, Мгм. допустим, как, ну, на сайте у нас есть статьи тоже, мы всегда даем консультации, всегда абсолютно говорим, какие там, допустим, риски есть, вы сажаете это растение, как за ним нужно ухаживать, когда там обрезать, когда подкормить, какую почву посадить. В общем-то, это мы всегда даем консультации Я людям. предлагаю немножечко снова вернуться к нашей экскурсии, которую мы чуть-чуть забыли. Хотела спросить, чем обычно вы удивляете людей, которые приходят на экскурсию? Это какие-то Мгм. супер редкие растения? Или же это просто какая-то приятная прогулка, когда ты идешь, и тебе что-то там монотонно на фоне рассказывают? Вот прям правда, прийти и удивиться, потому что я была, ну, много раз в ботаническом саду, и поскольку в растениях я не разбираюсь, да, то есть я просто ходила, дышала свежим воздухом и смотрела, как потрясающе красиво цвела сирень. Это вот максимум, наверное, что я разглядела. Мгм. Ну, это прекрасно. Вот прогуляться, подышать свежим воздухом, потому что у нас действительно очень чистый воздух, сплошной кислород, потому что у нас лес, у нас смыкающиеся кроны деревьев, они выделяют вот летом очень много кислорода. И вы знаете, когда только заходишь в наши ворота, вот с улицы Горького, она очень такая оживленная, сразу чувствуется, что ниже температура, и Прохладнее. буквально вот 10 метров вы отойдете от ворот, вы, Это может, вот почувствуете, вы да. почувствуете. Кстати, сильно чувствуется зимой. Вот когда заходишь, температура, сразу вот ниже температура. Из-за того, что у нас такие вот заросли, подлесок есть. Мгм. Может быть, для ботанического сада это, конечно, вот нужно чистить, там какие-то вот по экскурсионным тропам мы чистим, конечно, стараемся, вот где проходит именно экскурсия. Но с другой стороны, у нас много птиц, таких редких птиц, которые вы не встретите в городе. Например, голуби-вяхери у нас есть, ну, фазаны, ястребы-перепелятники даже, белоголовые дятлы. То есть вот из-за того, что здесь им комфортно, Мгм. вот, и поэтому вот... Ну, это такое признание со стороны дикой природы, что, Конечно. что Да, здесь да. Особенно, Поэтому хорошо. даже особенно если мы будем популяция вот- вяхери очень сильно размножилась за последние 3 года. Даже вот когда мы чистим все это, мы все равно оставляем какие-то микро вот участки, чтобы у нас, значит, было комфортно вот этим птичкам. Ну и вот хочу сказать, что да, вот подышать, просто, знаете, у нас даже вот как бы предусмотрены в ботаническом саду, вот в частности в дендрарии-заповеднике, именно пешие такие вот прогулки. Пешие, неспешные. Неспешные, пешие, неспешные, чтобы не громко не кричать, не слушать громкую музыку, не кататься на велосипедах, там, не бегать, а именно вот прогуляться. У нас есть скамейки, есть беседка очень Ну, хорошая. а вот по поводу Ну вот, экзотических а по поводу растений. я всегда много говорю очень, и Мгм. всегда начинаю с начала какого-то, и, в общем, подхожу к вашему вот ответу на ваш вопрос. Есть у нас такие вот растения, которых не встретишь, опять же, в городе. Вот, но их уже можно рекомендовать, например, в зеленое строительство. Но нам есть чем удивить вот наших посетителей. Например, тот же гинка двулопастный, гинка белеба. Это растение довольно популярно в мире, в озеленении именно. Но в живой природе осталась одна рощица в Китае. Вот именно Мгм. естественные. То есть он сейчас существует только в ботанических А садах? у нас вот получается в городе я не встречала гинка двулопастная. Ну, частники, опять же, частники тоже в частном порядке. Есть очень даже приличные вот садоводы, любители, которые действительно серьезно относятся вот к тому, что они делают, и стараются там изучать литературу, выписывать, например, семена того, что у нас действительно будет расти. Вот. Ну вот гинка у нас уже плодоносит он. Мы собираем семена, они, кстати, очень с неприятным запахом. Это дерево, это куст. Это что дерево, такое? это большое Мгм. дерево, вот двудомное, то есть есть женские, есть мужские экземпляры. А плоды есть можно? Двулопастный, потому что вот двойной такой листочек у них. Мгм. Иногда веерный он, очень красивый. Осенью он становится Крупный лимонно-желтым. лист.
Листья не крупные. Вот такой веер или вот так вот две лопасти. Вот поэтому называется. Их можно есть, но они страшно вонючие. Вот когда мы собираем, сеем, просто руки не отмоешь. Я даже не представляю. Вот их называют серебряный плод, белый абрикос, их называют в Японии. Вот их Да, надо в вымочить в странах соленой воде, Юго-Восточной поджарить, Азии. и тогда можно, ну, мне кажется, с большого голода. Вот если прям совсем есть нечего, я бы это вот не взяла в рот. Дерево само очень красивое. Еще, знаете, есть такая легенда, что вот кто обнимет это дерево, оно же очень древнее. Вот, значит, давно вот землю они заселяли, много было гинка. Сейчас вот остался один только вид. Так, обнимаем дерево и... Обнимаете и становитесь счастливыми. Но вот Ого. кто-то верит, кто-то не верит, кто-то... Вот, например, школьники загадывают часто, чтобы 5 получить, чтобы вот мне там папа Такое что-то дерево купил. удачи, да, Да, да. И получается? поэтому вот это тоже для вот по нашему А экскурсионному их у вас маршруту. много? Ну, есть у нас вот Всем хватит пообниматься? Пообниматься мы пока позволяем, там у нас 2 дерева, они как-то так вот вместе растут, как раз по экскурсионному маршруту здесь мы позволяем обниматься. А есть у нас еще в зарубежной Азии, ну, туда не проберешься, там они тоже уже такие старые деревья. Вот. Ну, вот они плодоносят, мы их сейчас стараемся размножать, потому что у нас в Кыргызстане, в Бишкеке можно их сажать, и очень интересно. Потом дальше вот мы идем, у нас пихта Нордмана стоит. Это кавказская пихта. Вот, она очень тоже красивое дерево с крупными большими шишками. Правда, эти шишки не дают собирать белки, они их нам откусывают в зеленом виде и расшелушивают. Белочки еще грызут однолетние побеги. То есть белки немножко превращаются во вредителей, хотя это очень зверек такой приятный. Тоже, кстати, завезенный Да. в Кыргызстане. А да. вот что касается белок, скажите, пожалуйста, в какое время суток их можно увидеть? Это вот, как правило, Ну, днем, утро, да? вот сколько мы ходили на экскурсию, я всегда детям говорю, если не будете кричать сильно, может быть, даже фазана увидите и белочку. И вот часто белка приносит просто восторг. Вот дети очень любят. Это такой приятный зверек. А покормить ее у вас там можно? Они сами находят, что поесть. И, в общем, вот я говорю, грызут даже однолетние побеги, прирост вот, хвойных особенно. Мы сначала не могли понять, что Вот происходит. весенний вот этот прирост, который... Да, вот этот вот свежий то, что молоденький вылезает. прирост. Кстати, это очень красиво тоже. Когда старая хвоя темная, а новая светло-зелёная, светлая, да. это вот смотришь вот так вот, поднимаешь голову на эту пихту, очень красиво. Слушайте, у пихты же еще очень волшебный хвойный запах, на самом Да, деле. и вот То есть он когда от мы заходим, соснового, да, от когда мы елового, заходим сюда, мы хорошо потом плавно отличается. переходим к сосне Паласа. Сосна Паласа — это сосна крымская. И здесь я всегда говорю, дышите полной грудью. Здесь прямо изумительный воздух, еще и выделяются фитонциды хвойными растениями, они убивают вот все болезнетворные микробы. Поэтому очень так прямо вот хорошо дышится. Крымская сосна — это вот эта, которая с очень длинной Длинная хвоей, хвоя. У нас в городе вот в Их много у основном, нас в основном сажают крымскую и обыкновенную. Они хорошо очень приживаются. Вообще сосна очень хорошее растение. Оно неприхотливо к почвам, быстро растет вот из хвойных. Именно выделяет много вот фитонцидов. Такое хорошее растение, неприхотливое, прямо вот супер растение для озеленения. У нас был наверху, возле парка Дружбы, большой-большой сосновый бор, я помню, но сейчас его тоже, к сожалению, застроили. Вот там было очень Там, да, здорово. там остались еще сосны. Чуть-чуть Там осталось вот прям, буквально. думаю, если там кто-то вот живет сейчас, прямо им в раю живут. Расскажите, пожалуйста, что можно, а чего нельзя делать на территории ботанического сада, потому что я читала, есть определенный свод правил, которые, мне кажется, не очень соблюдают горожане. Ну, у нас вот был... У нас при входе висит Да-да. огромный стенд, на котором вот такими буквами написано. Огромными буквами написано. Мы сейчас там не находимся, вы можете Нет, нам я хочу напомнить. сказать, что для посетителей, потому что когда начинаешь, замечаешь, что человек идет, там цветочки собирает, еще что-то пытается делать, начинаешь объяснять, что у нас написано при входе, что можно, что нельзя. Цветочки собирать нельзя. Галина Валентиновна сейчас озвучит, что нельзя делать. Вот. Но для посетителей хочу сказать, что на стенде написано все. Абсолютно вся информация. Написано расписание, потому что очень часто звонят и спрашивают, вы работаете или нет. Это так иногда вот напрягает, Ну, честно давайте говоря. по основным А вот этим теперь что моментам, можно, да, нельзя, вот Галина пробежимся. Валентиновна сейчас расскажет. То есть Ну, цветочки собирать все-таки нельзя. Ну, во-первых, у нас заповедник. Ну, а если это просто одуванчик?
Ну, за одуванчик никто не накажет, Мгм. конечно. Но вообще вот Но это Я будет счит- прецедент. я Где считаю- одуванчик, там уже и... Вот другие я цветочки. считаю, И что... это без шуток, между прочим. Ну, просто у нас Конечно. был такой момент, когда мы гуляли с детьми, и старшая дочь сорвала одуванчик. И я ей говорю, ну, как бы тут нельзя цветы собирать. Она положила его в сумочку, и мы его тихонечко вынесли. Но так как бы делать нельзя, но Задача вот, любых интересно мне. заповедников — сохранять естественную флору. Мгм. Понимаете? То есть лучше этого не Ну, делать. хотя у Да. нас рукотворный. Вы знаете, мне кажется, нужно вот с детства детям как-то вот говорить, что даже вот листик, зачем ты его срываешь? Мгм. Это кислород. Вот он Мгм. выделяет кислород, которым мы дышим. Ну, для чего? Ну, допустим, можно, конечно, пойти в поле, где-то веночек сделать. Это никому не возбраняется. За одуванчики, конечно, никто не будет ругать. Но Мгм. поскольку вы пришли в заповедник, вот, не нужно ничего трогать. Да. Вообще ничего. Хотя он рукотворный, но в 1968 году еще присвоили этот статус, потому что уже была собрана хорошая коллекция, богатая растений. Просто вот как-то надо... Вот когда ко мне приходят детки на экскурсию, я тоже говорю, не нужно, давайте посмотрим, полюбуемся. Давайте мы вернемся к этому вопросу и обязательно еще узнаем, чего нельзя делать в ботаническом саду сразу после короткого выпуска новостей. Это радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами. Утро хорошего дня. Новости на радио «Спутник Кыргызстан». Президенты Кыргызстана и России Садыр Джапаров и Владимир Путин обсудили двустороннее сотрудничество в Сочи. Глава России отметил, что отношения между двумя странами укрепляются и развиваются. По словам Путина, Россия оказывала и будет оказывать Кыргызстану помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты изучают возможность производства российской вакцины «Спутник Ви» на территории республики. Российский президент также заверил, что мероприятия, запланированные в рамках перекрестного 2020 года, будут проведены по мере улучшения эпидемиологической ситуации. Прокомментировал он и конфликт на кыргызско-таджикской границе, подчеркнув, что все вопросы должны решаться путем переговоров. Садыр Джапаров поблагодарил коллегу за внимание к ситуации на кыргызско-таджикской границе и поддержку, оказанную народу Кыргызстана. Он отметил, что страна нацелена на дальнейшее развитие и всемирное укрепление диалога с Россией. Кыргызстан ввел временные ограничения на границе с Таджикистаном. Они касаются въезда, пребывания, передвижения и транзитного проезда по территории Кыргызстана граждан Республики Таджикистан. Также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в соседнюю страну и из нее через 5 контрольно-пропускных пунктов. Кулунду автодорожный, Кайрагач автодорожный, Кызылбель автодорожный, Бордобо и Карамык автодорожный. Исключения составляют сотрудники дипломатических представительств двух стран и члены их семей, сотрудники диппредставительств иностранных государств, международных организаций и члены их семей, официальные лица Кыргызстана и Таджикистана, и кыргызстанцы, находящиеся на территории Республики Таджикистан, могут вернуться в Кыргызстан, так же, как и таджикистанцы к себе домой. Правительство приняло постановление, согласно которому тела умерших за рубежом кыргызстанцев будут доставлять на родину за счет государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. В феврале указ, касающийся доставки тел, подписал президент Садыр Джапаров. Близкие родственники умерших смогут получить единовременную выплату на репатриацию тел как на территории Кыргызстана, так и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях страны за рубежом. Для получения выплаты необходимо будет предоставить заявление, копию паспорта получателя, копии документов, подтверждающих родство, и нотариально заверенную копию свидетельства о смерти или справки с отметкой о консульской легализации или проставленным апостилем. Индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека. Врач из индийского штата Утар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов сразу 3 видов плесени – желтой, черной и белой. Как отмечали ранее медики, грибковые заболевания могут развиться у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевания
предоставляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом. Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,5 тысяч заболевших мукормикозом или черной плесенью, так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом или белой плесенью. Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, однако желтая плесень у человека встречается впервые. Телефон прямого эфира 312 66 42 82. Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан». Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Еще раз напомню номер прямого эфира 0312 66 42 82. WhatsApp и Telegram-каналы. Номер аналогичный 0500 66 42 82. И прямая трансляция на YouTube-канале «Радио Спутник Кыргызстан». В гостях у нас старший научный сотрудник лаборатории древесных кустарниковых растений ботанического сада Галина Маласиева и заведующий лабораторией Юрий Барвинок. Остановились мы на том, что можно, а чего нельзя делать в ботаническом саду. Ну и, собственно, в первую очередь отметили для себя, я надеюсь, не только я, что цветы собирать в заповеднике категорически запрещается. Чего еще нельзя делать? Ну вот при входе в наш дендрарий-заповедник висит большой такой стенд установлен, и там написано прямо правила посещения. Во-первых, висит режим работы наш. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9 до 5. Если вы приходите без экскурсовода, вы можете зайти в калитку и погулять сами. До 5 вечера, получается. Ну, мы даже написали до 6, хотя у нас рабочий день до 5:30, но мы пока все выйдут, пока вот охранники пройдут, посмотрят, чтобы никто не остался, и потом они закрывают уже калитку. Я прошу прощения, маленькая ремарка, давайте уточним. Имеется в виду ботанический сад Дендрарий, который на улице Горького, а не Ахунбаева. У нас очень многие путают. Там другой распорядок и другие формы, и другие там стоимости. Давайте вернемся к Дендрарию непосредственно. Да, дендрарий-заповедник у нас называется. Это наш участок ботанического сада. Вот. Он находится До на 6. Горького. Что еще нельзя? Можно семечки с собой приносить? Ну вот смотрите. Значит, во-первых, нельзя громко кричать, слушать громкую музыку, бегать, кататься на роликах, на велосипедах, значит, заниматься вот спортом, каким-то бегом, там, в общем, резкие какие-то движения. Ну, нельзя сорить, естественно. Ну, естественно, заезжать на автомобилях. Ну, ворота у нас и закрыты. Вот. В общем, Тропинки сами, есть, вот смотрите, у вас очень официальные тропинки обозначены? Да, ну и, образом? конечно, нельзя ничего рвать, ломать, потому что есть не только редкие растения, которые вот, например, вы сорвали, ну, допустим, цветок сорвали, не завяжется семена, а мы должны собрать его обязательно и посеять, чтобы вырастить. Или, допустим, есть растения, просто вызовут у вас аллергию, или вы уколитесь, или начнет вот все чесаться, или ядовитое растение. Вот есть сумах ядовитый. Там у нас этикетка стоит на нем. Ну, мало ли, вот кто-то сорвет. Например, волчники. Да, они тот тоже... самый страшный сумах, которым пугают во много в литературе. Ну, сумах, да, вот ядовитый ядовитым сумах, да, там может кустарником. просто аллергия начаться, и ну зачем это нужно? Ну и потом, как в любом заповеднике, должно все расти, как вот оно растет. Не нужно, вы пришли посмотреть, можно сфотографироваться, но если, например, какая-то большая фотосессия, свадебная или фотосессия, или просто вот приходят уже там с костюмами, с фотографом, тогда у нас тоже есть прейскурант. Вот, мы на это все выписываем накладные, вы оплачиваете официально, это все идет в бухгалтерию ботанического сада. Вот, фотосессия у нас стоит 1000 сомов в час.
Вот, фотосессию тоже, ну, лучше заранее, конечно, договариваться, чтобы мы знали, что вы придете там. на Даже фотосессию. лучше заранее Лучше, да. договариваться. Также на экскурсии. Это Лучше, касается конечно. вот этих свадебных love story и прочих вот Да, да, таких да. штук, Вот у нас и в оранжерее вот проводим мы часто эти фотосессии. Ну, пикники нельзя Да, устраивать, не- с собачками не- гулять Да, ну нельзя. потом нельзя, конечно, у нас, вот я говорю, у нас нет рабочих специальных, у нас нет дворников. То есть нужно соблюдать вот элементарные. У нас стоят урны, у нас есть скамейки, есть беседка. Вот нам подарили, у нас был арт-фестиваль, нам подарили вот беседку художники. То есть надо относиться практически как к живому Как к музею. живому, да. конечно, это Музею. и есть, Мгм. в общем-то... Надо относиться как к своему огороду или саду, Да, мне это, в кажется. общем-то, музей под открытым небом. Вот у нас Мгм. дендрарий Не надо, заповедник. как к огороду или к саду, сразу очень- потянет копать. Потом он Простите. очень удобно построен. Мгм. Идет центральная аллея, и от нее идут боковые аллейки. То есть по любой аллейке вы пойдете, вы снова выйдете на центральную, вы не заблудитесь. Причем они такие интересные у нас, вот идут как-то по пересечению. Ну, в общем, очень интересно построен. Причем в начале тоже на стенде Да, схема Ну, она есть. очень схематично, конечно, показана, но по крайней мере, знаете, вот куда пойти. Есть партерная часть, там есть клумбы, демонстрационные площадки. Это сразу видно. Вот вы идете, первый круг, вот потом второй круг, больше круг. Это вот партерная часть. По кругу тоже посажены оригинальные растения, вот те же магнолии. Это очень удивительно, здорово, Гортензии. заманчиво. Но вот время работы только будние дни до 5, оно немножечко смущает. У нас недавно был в гостях заведующий или даже директор, да, зоологического Да-да-да. музея. Он говорил, да, люди ходят с удовольствием, но только те, кто могут. А получается, что когда у людей выходные, когда они действительно хотели бы посетить вот подобные места. Ну, или как вечером после работы, к примеру, да, хочется музей прогуляться. или что-то еще, нет возможности работать по выходным. Но смотрите, вы не забывайте, что это научно-исследовательское парк учреждение. культуры Несмотря на то, что это вот дендрарий, живое такое вот место, Мгм. да, Мгм. это научно-исследовательский институт. Мгм. И он предназначен для ведения все-таки Это работы, вам не а не, игрушки, а не Павел. для прогулок. И Нет, это не для- парк культуры и не отдыха. парк Вот часто культуры, да. это все-таки Мгм. Часто научное путают и учреждение. начинают вот возмущаться, что да как. Вот, поэтому Мгм. А вот вы говорите, что у вас не хватает сотрудников, нет специальных работников. Территория ботанического сада достаточно большая. Вы не можете сами себе Скажите, зарабатывать пожалуйста, деньги. Кто например. ухаживает за ботаническим садом? Понятное дело, что вы периодически проводите субботники, привлекаете студентов, школьников и так далее. Но вот кто выполняет основную работу? ну давайте я вам скажу, кто. Вот на примере нашей лаборатории. Вот лаборатория, где мы работаем, скажите, она делится на 2 участка. Родовые комплексы находятся на территории Ахунбаева 1А, Мгм. площадь 40 с лишним гектар. Мгм. И 15 гектар находится на Горького 135. Мгм. На всю лабораторию 1 рабочий. Это по 55 штатному расписанию у вас научному? Да, 55 гектар, 1 рабочий. Мгм. И как же все это поддерживается? На стоит? 40 гектарах работает 1 научный сотрудник, 1 агротехник и 3 Мгм. сторожа. Мгм. У нас в дендрарии, поскольку все-таки мы вот пытаемся сделать участок, сохранить его, делать какое-то лицо города, да, вот у нас мы работаем 4 научных сотрудника, агроном, 1 рабочий и 3 сторожа. А сколько бы хотелось? Существует норма, на все существует норма, сколько можно земли обработать, все. При этом, смотрите, у нас нет техники. Но эта норма сейчас, получается, и Это, выполняется? это, Вот ну, этот один рабочий по норме совершенно. 15 гектаров. и вперед. Совершенно не выполняется. То есть Мгм. те нормативы, которые существовали, и они были разработаны еще в советское время, они Мгм. совершенно, я не знаю, забыты или как сказать, не выполняются. И при Мгм. составлении вот этих бюджетов, да, Мгм. почему-то не учитываются вот эти вещи. И вот этим коллективом мы и работаем. Мы Мгм. ухаживаем. То есть, если у нас коллектив, в общем-то, просто людей неравнодушных к своей работе. Да, мы очень любим. Просто свою работу. неравнодушные. Вот научным сотрудникам приходится делать. Вот лично я делаю обработки ядохимикатами, Мгм. подкормки. Галина Валентиновна копает, сеет, садит. Вот у Мгм. нас 2 женщины, вот еще лаборант есть, и Леонид Михайлович, ему, правда, уже 85 лет, это главный научный сотрудник у нас, но
он тоже что-то там где-то пытается делать. Вот кем мы проводим работу. Ну, как вы считаете, пора бить тревогу на этот счет? Ну, вы-то вроде как пока еще справляетесь. Знаете, надолго ли? мы бьем тревогу, ну как, мы пишем письма регулярно, мы обращаемся, ну, естественно, в Президиум Академии наук, мы не можем через голову Президиум Академии наук. Вот, пишем письма, обоснования, Президиум тоже что-то старается делать, но дальше вот министерство ничего не делает. Вот с тем же платным входом. Мы не можем уже 3 года добиться решения вопроса о платном входе в наш дендрарий. Потому что, ну, отдали документы, был один премьер-министр. Он не успел рассмотреть, другому отдали. Тот не успел рассмотреть, третьему, четвертому. Вот последний, Новиков, отказал нам, в конце концов, принял решение отказать Так, опять о платном не хватает входе. у вас рабочих рук, ну вот скажем так, да, утрируя. То есть не хватает кадров. Еще какие есть основные проблемы ботанического сада, с чем приходится сталкиваться сотрудникам? Это самая главная проблема. То, я уж говорю, отсутствие техники, ладно. Можно, так сказать, ну, можно опуститься в уровне обработки земли, да, но самая главная проблема, которая фактически на грани, ну, она, ну, знаете, даже, может быть, сказать, мы точку невозврата так уже прошли. Это потеря кадров научных. Это потеря научных кадров. Потому что самый молодой ученый у нас, это, по-моему, им уже за 30 с лишним Есть лет. у нас звонок в прямом эфире, вы можете прям надеть наушники и послушать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Нурбакыт. Очень приятно. Ваш вопрос, Нурбакыт. Нурбакыт, простите, пожалуйста, радиоприемник или что-то ваш шумит, сделайте немножечко потише. Потише сделаете? Ну, слава богу, что у нас есть такой сад. Слава богу, что его отстояли. Так, Не слушайте приемник, Нурбакыт, слушайте нас в телефоне. Я знаю, что вас надо слушать. Нурбакыт, ваш Нет, вопрос в в чем? телефоне. Вопрос еще. Спасибо, что вы рады, что отстояли наш ботанический сад. Вопрос у вас есть? Да, я хотела узнать. В общем, вход туда не платный, да? Да, вход бесплатный. Да, очень жаль, конечно. Можно было какую-то сумму взимать за такую красоту, за такое чудо, что у нас есть. Благодарность этим сотрудникам. За такое чудо, что у нас есть. Скажите, пожалуйста, можно, например, индивидуально прийти на прогулку? Нет? Спасибо большое, Нурбакыт. Можно. Ну, в принципе, на этот вопрос мы уже отвечали, да, что все желающие могут посетить ботанический сад по будням до 17:00. А что касается... 17:30. До 17. Даже 18 у нас Даже, да, написано. до 6 у нас потому что сейчас практически работа. позже темнеет, поэтому мы уже 18. Расскажите, пожалуйста, помогает ли вам каким-то образом государство? Если да, то какая сумма выделяется? Ну, то, что денег не хватает, нам, в принципе, уже понятно. Государство платит нам зарплаты. Мгм. О размере зарплаты я уже сказал. То есть молодой специалист может попасть на зарплату $70-60. Мгм. Все. Ну, каким-то образом содержать все это дело надо. Плюс вы закупаете там семена, возможно, заключаете какие-то сделки с... Нет, семена мы не закупаем, мы обмениваемся семенами Обмениваемся, с да, другими обмен. ботаническими садами. идет Это уже целая много лет, система, да, это 40-х интересно. годов. Это уже, вот. Это давние связи, Это да? давние, да. Ну, Нет, они выделяются продолжаются. деньги в бюджете там, на лопаты, топоры, грабли. Мгм. есть какие-то Ну, частично в этом году вот получили ядохимикаты, удобрения. Очень, очень ограничено. Все. Все. А какой выход вы видите из этого? Есть предложение. Существует закон о частно-государственном партнерстве. ГЧП, да? Государственно-частное партнерство. Вот наше предложение такое было, но, к сожалению, пока даже президиум не хочет рассматривать это предложение, о том, чтобы заставить работать этот закон в части, допустим, принятия закона о частном научном учреждении. Ну, чтобы позволить нам самим зарабатывать в полной мере деньги и самим этими же деньгами А распоряжаться. вы уверены, что это не убьет науку? Ну, надо разработать Вы такой... уйдете в коммерсант. Надо разработать такой закон,
чтобы это не убило науку. Мгм. Вот в чем самое главное. И при разработке, естественно, подключать нас. Мгм. Потому что, И чтобы наука была судя все-таки по качеству главенствующей законов, в этой которые конверсии. принимаются за последние Мгм. 20 лет, даже больше, к сожалению, эти законы не то что не работают, но они вообще даже наносят вред подчас. Мгм. Вот закон об экологии, например, я бы очень хотел сказать, вот часто к нам экологи приходят и говорят, вот у вас там дымит. По закону, который приняли, я уже не помню, сколько лет назад, в городе запрещено сжечь, не то что в городе, да, по-моему, и везде, в населенных пунктах запрещено сжечь растительные остатки. Простите, но любой агроном, любой лесовод вам скажет, что в любом учебнике прописаны меры борьбы с некоторыми видами вредителей, например, как вот каштановая моль, Да. Мгм. минирующая каштановая моль. Единственный способ борьбы — это сжигание листьев. Мгм. И мы имеем сейчас картину с каштанами благодаря этому же закону. Потому что если раньше эти листья сжигали, это минирующей моли, популяция была, как-то сдерживалась. А сейчас... Имеется в виду не только в ботаническом саду, у нас же в городе конечно, очень много конечно, по каштанов. всему городу каштаны. Посмотрите, к середине лета во что они превращаются. Мгм. И любой грамотный агроном и лесовод знает, что да, сжигание растительных остатков — это один из главных способов борьбы с вредителями, зимующими в листве. Вот вам качество законов. Мгм. Поэтому и при разработке закона о частном, допустим, том же научном учреждении надо привлекать специалистов. Это тема Надо привлекать длинная. специалистов, которых в нашей стране, исходя из нашей беседы, собственно, нет, да? Пока еще Их есть. осталось остатки маленькие, они пока еще живы и есть. Нет, я имею в виду новых специалистов, молодежи и так далее. Новых специалистов нет. Да. Мгм. Хотя бы ботанический сад все равно по-прежнему существует. Вы же помните, бум и прочее, потому что дорогая земля в центре города занята какими-то цветочками, какими-то кустиками непонятными. Вот бы здесь здорово было бы дом. Вы знаете, если бы цветочками и кустиками, вот на Хунбаева посмотрите, там ведь у нас мы просто не в состоянии охватить эти территории, мы просто не в состоянии скосить траву. Мгм. Вот буквально вчера косили траву наши сотрудники. Кто? Это директор, замдиректора, отдел кадров. В общем, вся администрация и часть научных сотрудников. Вот кто косил траву и собирал ее в кучки. Сколько они могут скосить вручную? А там ведь у нас 150 гектар. Ну да, там И прям все очень это большая с территория. наступлением жары начинает гореть. Все это начинает сохнуть. Мгм. Это опасность, да, и пожар опасность. Да То и есть- вообще, в принципе, То это есть некрасиво. нам очень тяжело поддерживать это. Не то, что тяжело, мы практически не в состоянии поддерживать основную территорию. То есть, если вы считаете, что если науку вот так глобально, по небольшим формам понятно, что надо бы увеличить чуть финансирование, надо бы увеличить чуть-чуть, как у нас принято, чуть-чуть, не кардинально, а чуть-чуть зарплаты, это не поможет. Нет, это надо Нужно решать коммерциализировать. это надо... Да, мы бы с удовольствием не коммерциализировались. Мы бы с удовольствием бы жили бы таким образом, как живут другие ботсады. Но для этого хотя бы сделайте платный вход. 45-40% доходов ботанических садов за рубежом — это от посещения. Сделайте нам, помогите в этом вопросе хотя бы Мы не будем вводить платный вход на Хунбаева, да, там просто рука не поднимется, но в дендрарии сделайте, пожалуйста, вход платный. Не можем добиться. Понятно. Все-таки, скажите, пожалуйста, вы сотрудничаете каким-то образом? Мы говорили сейчас об экскурсиях, которые для людей, то есть просто подышать, посмотреть, увидеть какую-то экзотику. Тем не менее, вы говорили о большой научной работе, которая проводится касаемо адаптации, выяснения приживаемости, то есть того всего растительного счастья, которое могло бы расти у нас в регионе, в том или ином. Имеется в виду в Кыргызстане. Вы работаете, сотрудничаете ли с частными садоводами, декоративными и прочими? По плодовым все понятно, что вы даете советы фермерам, что растет, что не растет. А вот в декоративном садоводстве, в редкой, в экзотике есть какое-то сотрудничество? В частном порядке. Только в частном Да, в порядке? частном Они ходят к вам порядке. консультироваться? Да, ходят, скажите? иногда ходят, но не так много. Но есть такие связи.
А если Есть. заявить, например, Но- экскурсию для... Вот старший научный сотрудник проводит экскурсию для Ну, садоводов. мы, знаете, у нас вот Или есть дачников. ресурсный центр Мгм. при ботаническом саде. И там в ресурсном центре мы проводили вот как раз и для просто людей, и разные именно разные такие лекции, Мгм. мастер-классы. Ну, например, вот я там по хвойным растениям, Они допустим, платные рассказываю. Они были, а я не знаю, их Нет, по-моему, это бесплатно. Это По-моему, ресурсный это центр ресурсный Арчан, центр, вот они Мгм. при бесплатно ботаническом. Они проводят. просто привлекали сотрудников и приглашали вот всех, кто хочет послушать, тему объявляли. И у нас вот много было тем вот и по нашей лаборатории. И цветоводы Мгм. приходили, делали эти Мне мастер-классы. кажется, если бы они были платными, это был бы еще один способ дохода. Ну, что ж, понятно. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в нашу студию. Желаем вам удачных экскурсий. Спасибо. Ну и пускай все планы, которые вы себе поставили, осуществлятся в ближайшие, ну, хотя бы пару лет. В гостях у нас были старший научный сотрудник лаборатории древесных кустарниковых растений ботанического сада Галина Масиева и заведующий лабораторией Юрий Барвинок. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами. «Утро хорошего дня». Радиособака-спутник.kg. Адрес электронной почты «Радиоспутник Кыргызстан» для ваших писем. Актуально. О целях государственной страховой организации и возможностях получения финансовой поддержки в случаях пожаров и стихийных бедствий говорим с начальником отдела развития страхования Бурул Калматовой и начальником отдела организационной работы и связи с общественностью Нурсултаном Чекировым. Основное направление нашей работы на сегодняшний день — страхование жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. Там вот у нас идет как раз такие социальность, да. А почему? Потому что у нас существуют еще плюс льготники. Допустим, мы инвалидам первой и второй группы страхуем бесплатно, без взносов. А инвалидам третьей группы 50% скидка. А во-вторых, у нас вот низкий тариф и от 18 рисков страхуем. А в других странах там на такую тариф, на такую сумму страхуют только от 1 до 2 рисков, да? Смотрите, я понимаю в этом случае, в чем выгода человека, который хочет застраховать свое помещение. А в чем Вот, тогда выгода страховой да. компании? Вот и поэтому это государственная компания. Мгм. Государственная компания. Вот до этого вы, наверное, знали, до 2017 года при МЧС был департамент жилищного строительства. Они вели реестр аварийных домов, и они выплачивали 50 тысяч сомов безвозвратные суды и 200 тысяч сомов возвратные суды. На сегодняшний день наши граждане должны четко, конкретно понять, что они могут получить реальную помощь от государства только путем страхования у государственной страховой организации. Если у них на руках не будет страхового полиса, они не могут получать помощь. А во-вторых, вот в первую очередь у нас здоровье, да, самое первое богатство. Во-вторых, это жилье. Я вот сам видел, да, своими глазами, когда вот особенно зимой пожар, дома нету, они на улице остались. Это, оказывается, трагедия. И поэтому, что в таких случаях, чтобы государство оперативном порядке, чтобы помочь, вот мы занимаемся этой работой, да, государственная страховая компания. И вот поэтому тарифы низкие у нас, и вот 400 тысяч по 500 до миллиона получают конкретную реальную помощь от государства. Да, давайте я разъясню. И поэтому это наверное, обязательно. а вы подтвердите или нет. То есть вы не бизнесмены. Наша основная, да, Вы на самообеспечении или на дотации? У нас То на есть сегодняшний день уставной капитал 340 миллионов сомов. Но это на выплаты, я имею в виду. Она на работу, сама компания что-то зарабатывает? Не, уставной капитал, они у нас размещены в банках, депозитных основах. И кроме этого у нас собирается вот премия, взносы. Если по-крымски говорить, это ашар, да? Мы вот аккумулируем все эти деньги, взносы, и где-то что-то произойдет, мы туда оперативном порядке помогаем нашим гражданам. Вот на этих принципах основано, да. То есть это я же говорю, это получается не бизнес, это получается социальный проект. Да, наша основная цель не извлечь прибыли, да, или там выгоду какую-то, да. А наша основная цель вот у государственной компании помочь нашим гражданам.
и оказать реальную помощь в таких жизненно трудных ситуациях, да. Наша компания своих клиентов один на один с бедой никогда не оставляет. Вот это наши граждане должны четко понять и застраховать у государственной страховой компании. Вот именно в И это- государственной, да, страховой Почему? компании? Потому что по страхованию жилых помещений от пожарных Мгм. бедствий только у нас имеется лицензия. Только Мгм. мы этим занимаемся. А вот, не знаю, вот частные компании, наверное, не поедут в регион и застраховать на такую сумму и от таких 18 Мгм. рисков саманные дома, да? А мы Мгм. с этим вот, у нас, я же уже говорил, во всех областях наши филиалы есть. В каждом айлюк-мюту наши агенты сидят. И в каждом городах областного значения, да, там тоже у нас страховые инспектора сидят, и они на местах ведут разъяснительные работы. Людям объясняют о пользе страхования. И они, вот путем страхования, они какие от нас реальная помощь, что какие помощи они могут получить. Да, наши граждане, я думаю, на сегодняшний день уже 80% знают о страховании жилых помещений. И Всё. вам тоже спасибо, что сегодня создали такую площадку, что мы тоже через вас доводим до наших жителей. Да? Все